Добрый день. У нас пресс-конференция посвящена 11-му международному форуму «Ислам в мультикультурном мире». И я представляю наших гостей. Хайрутдинов Рамиль Равильевич, директор Института международных отношений КФУ, Наумкин Виталий Вячеславович, научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук, Кузнецов Василий Александрович, руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук. И у нас небольшая замена. Рамиль Равильевич, представьте, пожалуйста, гостя. Это наш добрый сирийский друг и партнер, очень влиятельное лицо сирийской диаспоры и руководитель целого ряда культурных, научных и просветительских проектов. Вот по ходу мы более детально расскажем о нашей совместной работе. Спасибо. Вопросы можете задавать как на русском, так и на татарском языках. Рамиль Равильевич, я вам представляю слово. Расскажите, пожалуйста, немножко об истории этого форума, когда и чья была инициатива открыть этот форум. Спасибо большое. Мне доставляет удовольствие и честь говорить о форуме, который регулярно проводится в столице Республики Татарстан, городе Казани, начиная с 2011 года. Это один из самых на сегодняшний день авторитетных исламоведческих форумов, который охватывает огромное количество тем. И на сегодняшний день он представляет собой действительно большой проект, который реализуется Казанским федеральным университетом совместно с Институтом востоковедения Российской академии наук при поддержке и партнерстве с группой стратегического видения «Россия. Исламский мир». Естественно, в нашей орбите духовное управление Российской Федерации, Республики Татарстан, большое количество специализированных научных учреждений, культурных проектов. Ну и на сегодняшний день, наряду с знаменитой площадкой Казан-саммита, форум «Ислам в мультикультурном мире» является серьезной академической платформой для обсуждения на экспертном уровне всех тех современных и актуальных вопросов, связанных не только с историей развития исламского мира, исламской цивилизации, но и дня сегодняшнего, тех самых злободневных, острых, глобальных проблем, которые стоят перед миром. И каждый год на площадках в Казани происходят дискуссии. Мы говорим о очень важных и значимых не только теоретических, но и практикоориентированных вопросах. И значительная часть суждений, размышлений затем воплощаются в экспертные заключения, которые доносятся в том числе и до руководства республики, до руководства страны и позволяют в той или иной мере ориентироваться в этих сложных, в том числе и стратегических, политических вопросах. Что касается 11-го по счету форума, то мы не являемся как бы исключением в череде этих конференций. Он очень многогранен, большое количество круглых столов, конференций, площадок. И на сегодняшний день одна лишь программа этого форума представляет собой объемистый труд, состоящий из более чем 70 страниц. И я скажу, что только в ходе этого форума, который стартует вот завтра, 14 октября, и завершает свою работу в 20-х числах октября, то есть фактически 2 недели, сменяют друг друга, одна за одной, пройдут очень важные и значимые обсуждения. Завтра стартует пленарное заседание нашего форума, который откроет цикл экспертных обсуждений. Мы в этом году на пленарном заседании заслушаем очень значимые экспертные заключения, доклады, которые раскрывают основное содержание нашего форума. В этом году форум получил название «Россия. Исламский мир. Миграция, человеческий капитал и безопасность». То есть в центре внимания наших экспертов является ситуация в мире по отношению и взаимодействие между Россией, исламским миром, Россией и странами-партнерами, странами
антагонистами, и во главе угла ставится тот потенциал, в первую очередь человеческий потенциал, который кроется, который может быть раскрыт только путем взаимодействия в самых различных сферах. Есть две олимпиады, они уже стали традиционными, ежегодно именно в центре Казани, в Казанском федеральном университете проходят всероссийские олимпиады по арабскому языку и по турецкому языку. И на наших площадках сражаются в буквальном смысле знания языка, культуры, истории народа, тюркских народов, арабского народа. Наши студенты высших учебных заведений, не только Казани, не только Москвы, это МГИМО, Дипломатическая академия, РУДН, ГАУГАН и другие ведущие центры, Восточный факультет Санкт-Петербургского университета, но и фактически все наиболее значимые центры, в том числе и стран СНГ. Часто это Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Армения. Ничем не отличается программа и этого года. Представительство стран большое и обширное, а самое главное, есть возможность нашим студентам по итогам этих олимпиад получить дальнейшую поддержку и ориентиры в изучении языка, истории, культуры, экономики тех или иных стран. Важным сегментом для обсуждения являются и экономические вопросы. Вот не впервые, но тем не менее уже второй год подряд важными вопросами, рассматриваемыми в Казани, являются экономические взаимоотношения между Россией и арабским миром, и исламской цивилизацией, в первую очередь в экономической сфере, в сфере производства и в банковской сфере. И здесь это является важным подспорьем для того, чтобы принимать взвешенные решения для вхождения Республики Татарстан и России в тот или иной регион с точки выверенной там аналитикой. Кроме того, хочу отметить целый ряд мероприятий, которые связаны с изучением ситуации по исламскому радикализму. И речь идет не только о странах СНГ и России, но и в целом по миру. И здесь очень важное мнение экспертов, которые носят принципиальный характер, и эта секция вызывает, как правило, большую дискуссию. Кроме того, традиционными являются секции, конференции, связанные с развитием исламского образования, развитием исламоведения и богословия, теологии исламской. И здесь также представлены выдающиеся ученые, эксперты из целого ряда крупнейших университетов и научных центров мира. Мне хотелось бы также особо подчеркнуть роль нашего основного партнера, Института востоковедения, который представлен здесь, вот перед вами, за выдающиеся заслуги, вклад в российскую и мировую науку. Сегодня Академия наук вручила, в лице президента Академии наук вручила Виталию Вячеславовичу Наумкину золотую медаль за выдающийся вклад в науку России и мира. Это связано не только с нашими добрыми партнерскими отношениями. На самом деле происходит кардинальное изменение структуры подготовки кадров на сегодняшний день. И столица России, и столица Татарстана объединены едиными подходами в подготовке специалистов, и реализуется большой проект под руководством Виталия Вячеславовича Наумкина, Василия Александровича Кузнецова по подготовке на магистерской площадке, специально созданной кафедре, которая является базовой кафедрой Института востоковедения здесь, в Казани. Это кафедра по изучению исламской цивилизации. Большое количество мероприятий, тем не менее, Казанский федеральный университет четко придерживается необходимых мер, и большое количество мероприятий проходит в гибридном формате, то есть речь идет о том, что и наши партнеры подключаются как онлайн, так и приехало значительное количество специалистов, и завтра мы начнем наше мероприятие. Я надеюсь, что, как обычно, как всегда, мероприятие пройдет успешно.
Осталось лишь вот действительно пожелать и ученым, и экспертам большой продуктивной работы. Республика Татарстан, Казанский федеральный университет создал все необходимые условия для творческой работы. И вместе с тем хочу отметить и тот факт, что всегда результаты наших дискуссий имеют практикоориентированный характер, всегда принимаются те или иные решения, которые влияют в целом на развитие как науки, так и системы образования. Кроме того, я имею в виду и Институт востоковедения РАН, и Казанский федеральный университет, являемся базовыми научными учреждениями группы стратегического видения России «Исламский мир» и сопровождаем все решения, принимаемые группой стратегического видения, и участвуем в разработке того взаимодействия, в том числе и на высшем уровне, которое происходит вот именно сейчас. И буквально через несколько дней после завершения пленарного заседания стартуют новые площадки обсуждения. Виталий Вячеславович вылетает на очередные переговоры на высоком уровне. Я думаю, вы найдете возможность сообщить об этом решении. Вопросы очень тесно переплетены. Наука, день сегодняшний, будущее образование. Все это происходит на ваших глазах здесь, в Казани. Спасибо большое. Спасибо большое. Виталий Вячеславович, расскажите, пожалуйста, какие проекты осуществляются в рамках данного форума, какие программы, какие мероприятия? Микрофон. Добрый день всем. Я бы предпочел, конечно, в основном перевести нашу встречу в режим вопросов и ответов, чтобы понимать, что вас интересует, потому что говорить о наших проектах и о нашей работе можно очень много. Особенно много можно говорить о сотрудничестве нашем с Казанским федеральным университетом. Действительно, это университет, который становится одним из лучших не только в нашей стране, но я считаю, что и в мире. Мы знаем, что и видим воочию, что, во-первых, он вообще бурно развивается. В этом университете, во-первых, очень такой ударный менеджмент. Сейчас очень модно говорить об эффективных менеджерах, и появляются молодые люди, которые управляют большими университетами, институтами, корпорациями, встают во главе таких мощных структур. И дай Бог им здоровья, и мы вот все выступаем за то, чтобы продвигать молодежь. И вот со мной мой молодой, так сказать, товарищ, коллега, сотрудник, который возглавил вот это направление в Институте востоковедения. Но с другой стороны, надо сказать, что люди более старшего поколения, которые имеют большой опыт, они, как говорят, борозды не портят никому. И вносят иногда очень креативный вклад в развитие и даже реформирование тех систем, которые существуют, и образовательных, и научных. И совершенно понятно, что любое реформирование, о котором у нас очень модно говорить, оно не может состояться без сохранения классики наследия. И вот как раз, на мой взгляд, КФУ – это учреждение, которое очень удачно сочетает традиции с модернизацией, с элементами каких-то новых практик, методик, научных систем, сочетания науки и образования. И мы все это видим на примере наших коллег, и я не побоюсь сказать, хотя вы знаете, что москвичи, обычно у них репутация людей заносчивых и вообще много воображают о себе, но это к нам не относится, потому что мы же востоковеды, мы знаем, что иногда оказывается так, что даже люди, которых мы встречаем в каких-то далеких странах, которые иногда считаются, особенно нашими западными партнерами, как людьми там чуть ли не второго сорта, они оказываются выше тех, кто к ним так относится. И к нам в том числе, ко всем. Так бывает иногда. И мы вот даем им прикурить и показываем, что мы не только не уступаем, а часто превосходим их, с помощью таких коллег, как наши партнеры из КФУ. Потому что то, что мы знаем, то, что мы понимаем, и то, что мы чувствуем в Востоке и в нашем знании о Востоке, это опирается на многовековое
наше существование, вот, как здесь сказано, в мультикультурном мире, ислам, да, и в мультикультурном мире, если уж говорить в религиозной парадигме, то и православие тоже, то здесь вот это совместное проживание, совместное обогащение друг друга культурами, культурными ценностями, культурными практиками, вообще системой взаимообогащения, взаимопонимания и совместного проживания в одном государстве, в одном обществе, я думаю, это бесценное наследие, которое сохраняется и в том числе благодаря науке, такой как востоковедение. Потому что Россия, она имеет две ноги, как, в общем, все двуногие, но, к сожалению, не все двуногие, как я сказал, за пределами нашей страны имеют две ноги, а вот мы точно имеем. У нас одна стоит в востоке, другая на западе. И вот это сочетание нашей вплетенности в два мира, на самом деле границы между ними не существует, она шаткая, эта граница. Но тем не менее мы считаем себя тоже наследниками Казанской школы востоковедения, потому что, хотя Институт востоковедения это, в общем, первое такое научное заведение в России, мы не так давно отметили 200-летие института, но мы возникли благодаря той традиции, которая еще раньше существовала в Казани, в университетской школе Казани. Мы об этом не забываем, помним, поэтому считаем, что вот эта синергия, которая у нас родилась, в том числе и благодаря нашим личным отношениям. На Востоке личные отношения всегда имеют особое значение, поэтому та дружба, которая у нас установилась, взаимопонимание, я думаю, оно поможет и решать те проблемы, которые практически перед нами возникают. Поэтому, если позволите, я не буду говорить конкретно о разных и теориях, которые у нас рождаются. Очень много, на самом деле, есть теорий в востоковедении, которые носят вот такой пионерский характер. И вот мой коллега Василий Александрович, и наши коллеги из КФУ, и я сам, мы все работаем, в общем, в одном, по одному направлению. В конечном счете это направление, связанное с интерпретацией, позиционированием Востока, изучением Востока, пониманием наших отношений с Востоком, отношения нашей великой державы, действительно великой державы, которая дает примеры совместного проживания и различных конфессий, различных этнических групп. В этом наша сила. И нам иногда мешают это делать, пытаются как-то это подорвать. Но вот именно востоковедение – это та наука, которая позволяет нам уверенно себя чувствовать, сохранять свою вот эту вот полиидентичность, которая многоуровневая идентичность в нашем обществе. И то, что мы себя ощущаем частью и Запада, и Востока, это, я считаю, очень хорошо. Это наш большой плюс. И мало у кого это еще есть. Поэтому я бы хотел здесь остановиться и, конечно, сказать, что среди тем, которые мы обсуждаем, есть очень много таких достаточно больных, но особенно связанные с радикализмом, вот с этим пресловутым религиозным, который уже всем проелся, надоел, и который таки периодически вспыхивает какими-то конвульсиями, в том числе вот в стране нашего друга Али Аль-Ахмада, уважаемого доктора Али Аль-Ахмада, который является крупным общественно-политическим деятелем в Сирии. И он-то уж знает на примере тех процессов, которые были в этой стране, и той угрозе, которая существовала перед Сирийской Арабской Республикой. И в результате, если бы не российская помощь, это было действительно, наверное, я представляю себе так, что это, наверное, было непростое решение для российского руководства, для президента Путина в 2015 году ввести туда ограниченный такой контингент российских воздушно-космических сил для того, чтобы не допустить захвата одного из самых древних городов мира, Дамаск. Дамаск – это чуть ли не древнейшая вообще столица мира, с потрясающей историей, потрясающе красивая. Столица, в которой вот мы все бывали, и это мое поколение,
востоковедов, арабистов, которая выросла на арабском наследии. Мы все годами учили арабский язык, арабскую литературу, восхищались жемчужинами арабской цивилизации, архитектурной, литературной, языковой. И как бы просто молились на эту цивилизацию, гордясь и своей, естественно, конечно, в первую очередь. Как болезненно мы переживали то, что там происходит. Когда-то, я помню, можно было ночью выйти гулять по Дамаску, не только по Дамаску, по Алеппо, по Хомсу, по улице, и без какой-либо опасности подвергнуться нападению со стороны не только каких-то там террористов проклятых, но и даже каких-нибудь хулиганов просто. Никто тебе... Не было угроз, всех кто-то даст по физиономии, как иногда чего можно иногда ожидать, гуляя по Лондону или по Нью-Йорку. Вот в Дамаске такого не было. Но мы видим сегодня, во что превратились некоторые сирийские города. Мы это сегодня обсуждали с нашими коллегами. Поэтому вот эта актуальная тема, она остается актуальной. Потому что сегодня их разбили с помощью россиян и наших замечательных военных. Неизвестно, что будет дальше. Это зло не изжито. Так же, как с нами остается, к сожалению, коронавирус, также, я боюсь, остается вирус радикализма, который можно преодолеть, в том числе и с помощью адекватного научного знания. Давайте я здесь остановлюсь, потому что говорить можно много, это никому не нужен, этот разговор. Надо ответить на вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо. Василий Александрович, вот расскажите нам, пожалуйста, немного значение данного форума и как оценивают ваши коллеги этот форум. Да, спасибо большое. О значении форума много уже сказано. Действительно, как отметил Рамиль Равилович, этот форум вместе с Казань-саммитом – это, конечно, такое важнейшее мероприятие. И важнейшее мероприятие не только для Казанского федерального университета, к которому я теперь тоже имею непосредственное отношение, но это важнейшее мероприятие и для российской академической науки, как мне представляется. Дело в том, что несмотря на то, что у нас есть довольно много разных форматов, в которых мы можем говорить, в которых мы можем обсуждать проблемы религиозной жизни, проблемы политического ислама и так далее, и так далее. Вот такой представительный формат, их немного. И я думаю, что вот этот форум «Ислам в мультикультурном мире», он, пожалуй, наиболее представительный. Не могу представить себе, не приходит в голову у меня других конференций по исламоведению, которая бы понималась настолько широко, насколько широко оно здесь понимается, в рамках которого происходит в рамках одного мероприятия происходит порядка 20 или 30 различных круглых столов, конференций, презентаций и так далее, и так далее. Кроме того, мне кажется, что важно, что он, с одной стороны, что он проходит именно в рамках университетской науки, и к его участию приглашаются и, с одной стороны, академические ученые, университетские ученые, но с другой стороны, здесь есть очень большая такая педагогическая составляющая. Здесь есть и олимпиады, о которых упоминалось, и в различных круглых столах участвуют наши магистранты, и иногда аспиранты, иногда даже бакалавры. Это, мне кажется, тоже очень здорово и важно. Кроме того, я бы обратил внимание на тематику, которая в этом году выбрана. Вот если мы посмотрим, как меняется фокус внимания, в рамках 11, 10 уже прошедших 11 форума «Ислам в мультикультурном мире», мы увидим, как меняется восприятие, как меняется аналитический взгляд российской науки на проблемы религиозной жизни. Конечно, то, о чем говорил Рамиль Равилович, то, о чем говорил Виталий Вячеславович, это, безусловно, очень важно. Проблемы политического ислама, проблемы радикализма, радикализации. Но мне кажется довольно существенно, что в этом году в значительной степени фокус внимания сместился в такую социально-экономическую плоскость в рамках этого форума. И здесь я вижу попытку поговорить о некоторых коренных
проблемах, связанных с развитием исламского мира, и коренных проблемах межцивилизационного и межкультурного взаимодействия в современном мире. Я думаю, что... Да, и еще по поводу формата и значимости этого форума, то, что я должен сказать. Мне кажется, что еще существенно, что в отличие от многих других площадок, где разговор остается таким самоценным, форум «Ислам в мультикультурном мире», он уже привел к реализации довольно больших и академических, и образовательных проектов. Здесь упоминалось уже о том, что мы создали кафедру, мы создали магистерскую программу по академическому исламоведению. И, в общем, появление этой программы это стало результатом таких многолетнего сотрудничества Института востоковедения Казанского федерального университета и в значительной степени сотрудничество в рамках вот этих вот форумов, которые мы вместе придумывали, которые мы вместе реализовывали год за годом. И мне кажется, очень здорово, что эта магистерская программа, она придумана, ну, как бы, не на коленке, она не сначала придумана, чтобы что-нибудь сделать, да, а она стала результатом длительного сотрудничества и длительной работы совместно. Поэтому она очень продумана с обоих сторон. Вот это если говорить о значимости этого форума. Большая значимость. И очень здорово, что у нас очень много зарубежных участников, наших коллег, которые сюда приезжают, и мы получаем возможность, вот такую редкую в наши ковидные времена, возможность живого общения и обмена мнениями, в том числе по очень чувствительным вопросам. Спасибо. Спасибо. Давайте дадим слово нашему гостю, господину Али Ал-Ахмад. Вы принимали ранее участие в форуме или первый раз? И, да, микрофон. На какую тему вы собираетесь вот выступать и какие предлагаете, какие ваши проекты, что вы будете предлагать? Скажите, хорошо, спасибо. Значит, меня зовут Али Ал-Ахмад, я из Сирийской Арабской Республики. Для меня большая честь, что я нахожусь здесь. Я постараюсь с моим слабым русским языком чуть-чуть поговорить об этом. Ислам и мультикультурном мире – это очень... Наш коллега скромничает, он блестяще говорит по-русски, как вы видите, очень хорошо знает русский язык. Поэтому слушайте внимательно, как он прекрасно говорит. Спасибо. Значит, ну, этот такой широкий очень вопрос. Само собой, когда я об этом думаю, не могу не думать, что есть почти 2 миллиарда человек, которые, у них нет воды в этом мире, что сотни тысяч они умирают от голода, что мы с Виталием Васильевичем Наумкиным говорили, что сейчас отсутствует в мире мудрецов, почти их нету, как раз политиков. И сам весь мир, он в опасности. Не только исламский мир, не только Ближний Восток, весь мир он в опасности из-за отсутствия этих мудрецов. И как раз эти мудрецы, они нашлись в России, когда стала моя страна, Сирия, жертва. Она стала жертвой как раз, или жертвой этих радикалистов, которые пришли со всего мира. Сирийцы могли умирать от этих радикалистов и то же самое от голода, потому что есть санкции. О чем я буду говорить? Конечно, сегодня ислам, он не один. Слово ислам одно, только он не один. Есть действительно этот радикалистский, есть тот ислам, который принимает рахма, который оглашается в Коране 268 раз. Рахма – это, кажется, милость.
ислам без милости, он не ислам. Об этом мы можем много говорить, но экономический вопрос, он очень важный, даже для исламского мира. Это очень широкий вопрос. Я не буду долго говорить. Я в ваших руках. Опять я очень рад, что я в этой прекрасной республике, в Татарстане, который связывает с нами очень большие исторические глубину. И мы надеемся тоже на взаимопомощь и взаимосотрудничество в очень многих отраслях с Россией и в конкретном случае с Татарстаном и Казаном. Спасибо. Если разрешите, коллеги, я приведу лишь один конкретный пример, который зародился уже после приезда нашего дорогого коллеги. Мы в общении выявили, и когда говорили о тех проблемах, которые существуют в послевоенной Сирии, о отсутствии большого количества квалифицированных специалистов в тех или иных областях, прежде всего связанных с культурным наследием. К большому сожалению, часть этих коллекций, великолепных собраний, музеев, этих замечательных исторических городов, территорий, они попали в зону военных действий. На сегодняшний день они изувечены катастрофически. И предстоит огромная работа по воссозданию этих объектов культурного наследия. И вот выясняется на сегодняшний день, есть большая потребность в Сирии в квалифицированных специалистах, которые могут быть подготовлены, так как в Казанском федеральном университете существуют специализированные программы по подготовке специалистов в области управления всемирным культурным наследием, в области реставрации объектов культурного наследия. И здесь уже вот буквально на полях, еще до начала, собственно, конференции, мы проговариваем проекты, которые будут реализованы в ближайшие несколько лет. И мы надеемся, что вот такое сотрудничество в одной конкретной области, в воссоздании культурных объектов истории, культуры в Сирии, благодаря помощи и квалификации специалистов Татарстана, это также будет свидетельством вот этих тесных связей между Россией, между Татарстаном и братской Сирией. И это всего лишь один пример, а огромное количество возможностей открывается и как в экономической сфере, так и в сфере вот, общественной. Поэтому мы рады не только вот передавать свой опыт и знания, но и вместе с нашими партнерами, представляющими как Ближний Восток, так и Африканский регион, Северный Магриб, страны Центральной Азии. Здесь вот огромное количество проектов будет обсуждаться на площадках Казанского университета. Говорю о том, чего еще мы не озвучивали. Вот буквально через неделю, 22 октября, стартует уже второй по счету научный форум «Россия-Африка». Вы знаете, насколько важен этот регион теперь для стратегического продвижения России и интересов России в этом регионе, на этом континенте. И существует большой проект, который называется «Россия-Африка», существует секретариат, где решаются политические аспекты. Но вот в Казани уже второй раз проходит обсуждение научных вопросов, связанных с подготовкой специалистов, которые могли бы изучать не только язык, историю, культуру, но и работать в этом регионе, продвигать интересы России. Кроме того, буквально на днях, вот 15 октября в рамках нашего форума будет большое совещание директоров институтов истории и археологии стран Центральной Азии. Приехали и приезжают в эти дни руководители академических институтов, образовательных учреждений Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, которые также будут выстраивать здесь, в Казани, перспективы развития совместных проектов общероссийских или в рамках Центральной Азии, проектов, связанных с продвижением
культурного знания, изучения объектов истории. Все это позволяет говорить, что сегодня на карте России появился действительно тот центр, который является не только привлекательным для наших партнеров, но и позволяет реализовывать крупные, значимые, общегосударственные, общероссийские проекты в продвижении их в наше международное окружение. Это всего лишь вот несколько примеров того, как в результате вроде бы научных дискуссий, споров на самом деле возникают крупные прорывы как в науке, так и в современной политике. Спасибо. Спасибо. Будут ли вопросы? Да, пожалуйста. Микрофон. Добрый день, Татаринформ, Глюза Ибрагимова. Можно ли по количеству участников дать информацию и по географии, откуда они приходят? Еще, получается, и онлайн, да, проходит в онлайн-формате и офлайн? Да, естественно, на сайте Казанского федерального университета размещена обширная программа, в которой перечислены не только ключи, пароли для того, чтобы подключиться к тому или иному совещанию, круглому столу, но и будет осуществляться постоянная трансляция как на телевидении Универ ТВ Казанского федерального университета, так и на YouTube-каналах. Ну и, собственно, материалы нашей обсуждений всегда можно найти в Ютубе, в других социальных сетях. И самое главное, они привлекают большое количество студентов не только Казанского университета, и специалистов из самых различных научных и образовательных центров России. Что касается географии, она на сегодняшний день весьма обширна. Фактически это вся Центральная Азия, вся Россия, это весь Ближний Восток, ну и, собственно, большое количество коллег, они представляют целый ряд европейских стран и американский континент. Приехало уже несколько специалистов по палеогенетике из США. Ну, в целом их более 3 десятков стран, которые, можно говорить, что они представляют большие делегации. Что же касается индивидуального творчества, здесь сложно судить. Есть ведь, например, специалисты, проживающие на постоянной основе во Франции, Англии, Австралии, но при этом являющимися специалистами, выходцами из России. Есть точно так же вот коллеги, которые проживают на постоянной основе в России, но являются представителями иностранных государств. Поэтому этот подсчет условный. На самом деле во всех мероприятиях примет до 500 человек, представители самых различных научных школ и университетов России. Только в Олимпиаде по турецкому языку принимают участие 90 с лишним, 98 студентов из более чем 10 университетов России и зарубежных стран. Поэтому, еще раз говорю, представительство невероятно широкое, но важнее даже не в количественных параметрах, а в том, что уровень участников, уровень на обсуждении принимаемых решений с каждым годом становится, как вы понимаете, все серьезнее. И мы очень рассчитываем, что этот год, пусть он и не является юбилейным, уже 11-й по счету форум в сложных условиях пандемии, коронавируса, тем не менее, внесет свой значимый вклад в развитие вот, и науки, и образования, и культуры. Получается, все же увеличивается количество участников? Ежегодно увеличивается по некоторым направлениям в разы. То есть, например, если мы начинали на тех же олимпиадах арабского языка там, из десятка студентов, то есть сейчас это сотни студентов, которые проходят региональный отбор. Поэтому в них участвуют студенты Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, ГИМО, РУДН, Восточного факультета и так далее, и так далее. Поэтому призываю вас посмотреть эту программу, а самое главное найти возможность как-то подключиться к тем репортажам, которые будут вестись на протяжении почти 2 недель. То есть само мероприятие стартует завтра, 14-го, но завершается лишь глубоко вот в конце октября. Пандемия так особо не помешала вашей работе? Вы знаете, кто хочет и любит работать, тот работает в любых условиях, и возможности открыты совершенно иного рода. Если раньше были проблемы с тем,
будет ли виза, приедет ли коллега, сколько это будет стоить, то сейчас это не стоит ничего, это только наш авторитет, это наше уважение коллег к нам. И на сегодняшний день еще, я вот не знаю, Виталий Вячеславович, того человека, который бы отказался участвовать и принимать участие в пленарном заседании, в наших секционных. Причем уровень очень высокий. Ну, назову, например, руководитель Россотрудничества Евгений Александрович Примаков принимает участие. Да, понимаем, что сложно с графиком, но он нашел возможность и онлайн выходит с нами на связь. Директор Института Африки, предположим, да, Ирина Олеговна Абрамова выходит на связь. Точно так же сенаторы Фарид Мубаракшевич Мухаммедшин, несмотря на очень сложный график между различными мероприятиями крупными политического рода, тем не менее нашел возможность, с удовольствием выходит на связь. И так далее, и так далее. Я уж не говорю о... Кто у нас возглавляет ОИС? Наш представитель Абдул-Латипов, который сказал, что я буду и 14-го, и 22-го, и на последний день на закрытие. Поэтому интерес очень большой, результативность высокая. Надеемся, что в республике это тоже оценивают, потому что с каждым годом увеличивается число участников не только Казанского федерального университета, но и академические институты наши, они также принимают посильное участие в тех или иных мероприятиях. Кроме того, мы будем говорить о тех проектах, которые реализуются сейчас в республике по оцифровке нашего наследия, рукописного, письменного. Вы знаете, буквально недавно, благодаря Казанскому федеральному университету, совместно с нашими партнерами, Институтом истории Академии наук Татарстана, Духовным управлением мусульман республики и другими партнерами, мы приступили к фронтальной оцифровке всего рукописного наследия, которое хранится в отделе редких рукописей. Это и арабографичные фонды, это арабский язык, фарси, различные тюркские языки. И вся эта замечательная коллекция, она со временем будет доступна для всех, в том числе и исламоведов, востоковедов, ориенталистов, специалистов в области истории и культуры этих стран. И так далее, и так далее. Доступность достаточно... Ну, я, знаете, не видел, еще раз повторюсь, не видел человека, который бы мог отказать принять участие в нашем форуме. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы? У нас вот по онлайн пришел вопрос нашему гостю. Какие впечатления от Казани, от Татарстана? Выучили ли какое-нибудь татарское слово? Побывали ли в наших мечетях, успели ли помолиться? Если да, то в какой мечети? Спасибо. Я был здесь первый раз в 1982 году. С 1982 года я только первый раз, к сожалению, здесь. Впечатления прекрасные, очень хорошие. Еда очень вкусная, лица очень добрые, и официальные лица очень профессиональные. То есть с кем я встретился до сих пор, это 2 дня, они произвели на меня очень большое впечатление. И я надеюсь, буду здесь, пока научусь не только одним словом, а несколько предложений. Поэтому я долго буду. Я трудно выучиваю языки, поэтому я должен оставаться долго. Нет, у меня действительно очень великолепные впечатления от всего. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы? Можно, Да. да? Ага. Ну вот говорили про масштабность форума, да, а есть ли какие-то похожие форумы, возможно, в других регионах или даже за рубежом, вот именно по этой тематике? Моим коллегам проще сказать, но на самом деле все это уровня экспертного Валдая в тех или иных проявлениях. Вот Виталий Вячеславович является постоянным спикером значительного количества международных форумов. И да, я думаю, он скажет, какое место занимает вот Казанский форум в системе и международных, и российских, не только политологических, и не только востоковедных форумов. Спасибо. Знаете, во-первых, этот форум уникальный. Во-первых, он уникальный, потому что он наш. Вот.
И у нас такого раньше не было. Ну, мало ли где кто там что делает. Но я вам скажу, что мне приходилось действительно на сотнях быть разных форумов. Ну, к примеру, есть такой форум, там Соединенные Штаты и Исламский мир. Большой форум, он несколько раз собирался. Вот в последние десятилетия, особенно после того, когда начался кризис в отношениях между исламским миром и Западом. И вот был такой форум, на который вот меня приглашали, хотя я не отношусь ни к одному, ни к другому миру, ни к Соединенным Штатам и Западу, ни к исламскому зарубежному миру, а все-таки, значит, вот к российской общественности научной. К мультикультурной России, поликонфессиональной, многоэтнической и так далее, что тоже важно. Но, в общем, приглашали меня как арабиста, у которого десятки книг опубликованы, статей за рубежом, поэтому, в общем, наверное, мое мнение кого-то интересует. Вот такой форум есть. Значит, такой же аналогичный форум существует, там Евросоюз и исламский мир, арабский мир. Вот про Африку мы слышали, есть аналогичные, скорее всего, региональные такие форумы. Они, конечно, замкнуты на политику, вы понимаете, на современные отношения, на современную политику и экономику. Вот. А вот такого форума, который бы был посвящен многоплановому изучению ислама, и в его мировом контексте мы же рассматриваем вопросы-то не только касающиеся нас, хотя мы его проводим у нас, а я считаю, этот форум отражает глубочайшие традиции отечественного исламоведения и востоковедения. В общем, каких нет, я считаю, в других странах. Но есть такие передовые страны, которые когда-то были ведущими в исламоведении, в изучении особенно Ближнего Востока. Когда-то там Германия была, когда-то голландские ученые славились. В какой-то период англичане опережали других. В Америке, где они собирают ученых со всего мира, такой у них там плавильный котел, как они говорят, тоже есть разные специалисты. Но вот такой аутентичной собственной школы, национальной, какая есть у нас, ее, в общем, пожалуй, сегодня нет нигде. И мне кажется, что вот наши мероприятия, они наиболее интересны, потому что здесь, во-первых, сочетается и горизонтальный разрез, то есть мы говорим обо всех регионах мира и рассматриваем все в глобальном контексте, поскольку наша страна – это глобальная держава. И мы все немножко глобалисты, хотя нас интересуют прежде всего наши проблемы и вопросы. Но есть и вертикальная шкала, где мы рассматриваем все, начиная от древности, да, наше наследие. Если мы даже возьмем различные этнические группы, которые не всегда жили вместе, но они же насельники вот нашей территории, и русские, и татары, и уграфины, и все остальные, у которых здесь отечество. И мы смотрим очень глубоко в нашу прежнюю историю, поэтому не случайно скоро будем отмечать 1100 лет прихода ислама сюда, да, в Булгар. А что до ислама здесь разве ничего не было? Были ваши предки, и, можно сказать, наши общие предки, потому что все перемешалось с тех пор. Сохранилась идентичность культурная, но с точки зрения антропологической давно все перемешались. А идентичность культурная осталась, и она идет из поколений, мы ее сохраняем, и я считаю, это наша большая заслуга. Поэтому, если говорить о исламе в мультикультурном мире, это как раз тот ислам, который вот здесь, так сказать, существует, развивается. И, есть, конечно, инициативы, где мы играли очень важную роль. Мне приходилось, я вам уже говорил, на международных конференциях бывать в огромном количестве. Но мне приходилось, например, быть членом так называемой группы высокого уровня проекта «Альянс цивилизаций». Это проект, который был создан по решению
Совета Безопасности ООН и генерального секретаря ООН в 2005 году по инициативе двух лидеров, турецкого и испанского. И в основном был посвящен проблеме взаимоотношений между Западом и исламским миром, которая тогда проявляла находилась в особо критическом состоянии, из которого она до сих пор, эта система взаимоотношений, не вышла. Мы писали доклад генеральному секретарю ООН, его презентовали с помпой, тогда был Кофи Аннан. Вот. И сейчас этот проект продолжается. В следующем году будет такой проект по линии Межпарламентского союза, который предложила Россия, руководство Совета Федерации во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко. Вот такой конгресс по межрелигиозному и межкультурному, межцивилизационному диалогу, где тоже будет мы будем пропагандировать наш опыт, и я думаю, что нас услышат, и вот такие чисто академические конференции, форумы, как вот тот, о котором мы сегодня говорим, который происходит в Казани на базе КФУ, это очень хороший, я считаю, базовый такой камень для того, чтобы и такая важная международная инициатива российского парламента, поддержанная ООН и большинством парламентов мира. Кстати, мы входим тоже в экспертную группу по подготовке проектов, документов, который бы показал, насколько сегодня это вообще важно в мире. Посмотрите, что происходит сегодня. Что-то там с миром не в порядке. С миром не в порядке. Вот в международном Валдайском клубе, где все здесь присутствующие регулярно участвуют в заседаниях, и Рамиль Равилович, и Василий Александрович, и ваш покорный слуга, там некоторое время тому назад был такой тезис, выдвинут нашими коллегами, об осыпающемся мире. Вот мир осыпается. Он находится в состоянии осыпания. Как листва осыпается с деревьев, так же мир осыпается. Какой-то беспорядок возникает. Вот соглашайся, не соглашайся с этой формулой, у меня она не всегда вызывает только такие одобрительные оценки. Но тем не менее, что-то в этом есть. Но действительно, мир находится в состоянии некоторого дисбаланса, и мир надо стабилизировать. И, может быть, наш сирийский гость лучше это чувствует, как мы говорим, на своей собственной коже, да, что это такое, когда начинает что-то рассыпаться в обществе. Вот. Но слава Богу, что мы в свое время преодолели попытки деструктивных сил нарушить наш вот этот самый мультикультурный мир в стране. Преодолели. Сегодня, например, город Грозный, который приводили когда-то как пример вот этого беспорядка, сегодня один из самых красивых городов России вообще. Казань, конечно, на первом месте, никто не спорит, не надо, не будем молчать, да? Но в Грозном, посмотрите, что вообще не только что там какие-то следы беспорядка, да, в какой-то форме, новые здания, люди живут, трудятся, развиваются, идут своим каким-то путем, может быть, отличающимся и от Москвы, и от Казани, и от города Екатеринбурга, в котором я когда-то родился и вырос. Вот, везде своя есть субкультура, там, мини-среда какая-то. Но в целом мы все похожи друг на друга, на себя самих, и мы, я считаю, нормально живем и имеем шансы дальше развиваться в таком же русле. Спасибо. У нас вот еще один вопрос от нашего онлайн-гостя. Может быть, это Василию Александровичу вопрос. Газета «Республика Татарстан», Фарида Якушева. Почему местом проведения форума в очередной раз выбран Татарстан? Может быть, вы скажете или Рамиль Равильевич? Ну, я думаю, потому что основным организатором форума все же является Казанский федеральный университет, поэтому здесь есть, я подозреваю, что есть некоторая логика. Но соорганизаторов форума много. Там, если программу посмотреть, обычно там примерно страницу или две занимает список партнеров и соорганизаторов. Но в то же время, конечно,
Татарстан как субъект Российской Федерации, который, с одной стороны, обладает очень глубокой исламской идентичностью. Мы будем все-таки отмечать там 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. Мы к этому готовимся год из года, и на следующий год будут масштабные празднования, и который является одним из центров российского ислама, но и одним из центров мирового ислама, потому что все-таки есть татарская богословская школа, которая существовала в XIX веке, которая существовала в начале XX века, которая сегодня много говорится о возрождении этой богословской школы, и которую наши арабские друзья и богословы из других стран исламского мира ее очень хорошо знают. И не воспринимают ее как какую-то, не знаю, периферийную или маргинальную, они воспринимают их, там, Марджани воспринимается как классик исламской мысли. Вот, поэтому, мне кажется, и с другой стороны, конечно, здесь есть некоторый политический аспект, связанный с тем, что Татарстан на уровне, как субъект Российской Федерации, он играет, конечно, особую роль в контактах с исламским миром. И не случайно, что группу стратегического видения России «Исламский мир» возглавляет президент Республики Татарстан. Поэтому я думаю, что здесь все очень как бы логично дополняет и, естественно, дополняет друг друга. Да, Василий Александрович перечислил абсолютно все правильно, и действительно последовательность именно такая, от традиции до дня сегодняшнего, и авторитет этого форума зиждется во многом и на поддержке республиканских властей, и на, я имею в виду, поддержке не конкретного форума, а в целом науки, в целом системе образования, поддержке школ, причем поддержке культуры, развитию и международному сотрудничеству, и поэтому вполне естественно, что именно Казань становится год от года привлекательной для наших многочисленных коллег, которые стремятся в Казань. Ну и, наверное, самое последнее, что привлекает, это гостеприимство татарстанцев, казанцев, и нашим гостям приятно приезжать, потому что каждый год мы стараемся открыть что-то новое, или это новый объект всемирного культурного наследия, или новый поворот в обсуждениях, или новые лица. Это всегда сюрпризы, и этими сюрпризами богат, собственно, и нынешний 11-й по счету форум. Так что приглашаем всех коллег принять так или иначе участие и поддержать информационно это большое и значимое событие. Благодарим вас. Спасибо. Наше время подходит к концу. Спасибо. Завершаем конференцию. Спасибо вам большое.